Власти Пекина продолжают отправлять в воспитательные лагеря людей, которые, по их утверждениям, потенциально могут совершить преступления в Восточном Туркестане. Выяснилось, что тела жителей Восточного Туркестана, помещенные в лагеря, продавались арабским государствам как халяльные. Эту проблему поднял гражданин Соединенных Штатов, журналист-расследователь Итан Гутман. Исследование показало, что власти Китая использовали жителей Восточного Туркестана в концентрационных лагерях в качестве банка органов. Тела погибших в концентрационных лагерях продавались богатым арабским государствам под названием халяльные органы. Согласно отчету, опубликованному китайским судом в 2020 году, образцы ДНК уйгуров проходят бесплатную медицинскую проверку и обрабатываются в базе данных незаконно действующего банка органов. Исполнитель уйгурских народных песен и активист Ильхам Тохти был арестован 15 января 2014 года и приговорен к пожизненному заключению в китайской тюрьме. 14 января исполнительный комитет Палаты представителей США по делам Китая опубликовал заявление на своей странице в Твиттер, в котором говорилось: «Пусть Ильхам Тохти будет освобожден безоговорочно». Генеральное консульство Пакистана в китайском Ченду опубликовало сообщение о гуманистических правах уйгуров, и через несколько часов пакистанские официальные лица объявили, что аккаунт консульства в Твиттере был взломан. Как сообщает Times Now, 13 января Генеральное консульство Пакистана в Ченду опубликовало в своем официальном аккаунте в Твиттере следующее сообщение. Министерство иностранных дел Пакистана признательно Китаю за помощь и поддержку Пакистана по восстановлению после наводнения. Мы будем тесно сотрудничать по взаимовыгодным вопросам, включая гуманистические права и свободы уйгуров. Согласно данным Национального бюро статистики, население Китая сократилось впервые с 1961 года. Бюро статистики заявило, что население материкового Китая, за исключением иностранцев, сократилось на 850 тысяч человек до 1 миллиарда 410 миллионов в 2022 году. В 2022 году в стране зарегистрировано 9 миллионов 560 тысяч рождений и 10 миллионов 410 тысяч смертей. Как цитирует The Guardian, в Китае правительство в течение нескольких лет пытается убедить людей заводить детей, чтобы предотвратить надвигающийся демографический кризис. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что власти страны намерены предоставить Украине поддержку системы противовоздушной обороны. Марк Рютте, который встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, осудил нападение России на Украину и поблагодарил Байдена за поддержку от США.